В самом начале создания школьного образования в составе СССР и образования аварской письменности на базе кириллицы, носители андийских и цесских диалектов стали пользоваться аварским литературным языком. Подобная ориентация оправдывалась и тем, что эти этносы в той или иной мере пользовались аварским языком в качестве регионального языка межнационального общения, отчасти и как письменным языком. Помимо прочих причин, невозможность организовать обучение на андийских и цесских диалектах, которые в силу определенных морфологических различий с литературным аварским обусловлено тем, что чаще всего представители официально принятой, единой диалекторной общности, будь то андийской или цесской, на деле часто оказываются носителями чуть ли не разных языков, не понимающих друг друга. К примеру, жители села Тукита, считающиеся носителями каратинского диалекта, на деле не понимают его и не считают себя носителями данного диалекта, как пишут исследователи из данного региона. Хотя между каралалцами и тукитинцами существует языковое сходство, но они трудно понимают друг друга, поэтому при общении между собой они пользуются аварским языком, который играл и играет большую роль в интеграционных процессах среди андатсесов. К примеру, северные ахвахцы, живущие в одноименном районе, и южные ахвахцы, живущие в Шамильском районе из-за различия в диалектах, между собой разговаривают не на ахвахском, а на аварском языке, что отмечено и автором книги «Ахвахский язык». Она же приводит обстоятельные сведения о специфике языковой ситуации и самосознании ахвахцев. Естественная преграда, Анчара Мейер, затрудняет общение между южными и северными ахвахцами. Изолированное расположение ахвахцев-северян, территориальная близость их селений друг к другу способствовали тому, что североахвахская речь не делится на диалекты и говоры. В южном диалекте выделяются три говора: ратлупский, тлянупский, цекопский. Цекопский говор самый характерный и наиболее отдаленный от северного типа. Северные и южные ахвахские диалекты географически почти оторваны друг от друга, экономически южане тяготеют к аварцам, а северяне – к каратинцам. Отчужденность от своих соплеменников, отмечает автор, доходит до того, что южные ахвахцы не считают себя ахвахцами и предпочитают называть себя по названиям аулов. Общего термина, объединяющего южан, нет, но они имеют такое название для северян – садакильчи. Северяне же называют территорию южных ахвахцев ратлуп, ахвах, а самих южноахвахцев – чаще по названиям аулов. Разница между северным и южным диалектами довольно значительная. Представители разных ахвахских и каратинских диалектов говорят между собой в основном на аварском языке, а не на своих диалектах. Ратлупцы с северными ахвахцами говорят на своем диалекте, но все же для общения предпочитают аварский язык. Цекупцы с северными своими соплеменниками общаются на аварском языке. Этнографически, северные и южные ахвахцы сильно отличаются друг от друга. Южные ахвахцы по обычаям ближе стоят к аварцам, а точнее, к батлухским аварцам, которые являются их соседями. Также отказываются считать себя тендинцами большинство жителей окрестных селений, как пишет представитель этого джамаата. В этнографическом плане к тендинцам следует отнести лишь жителей самого аула Тенди, их исторических отселков, хуторов, и их потомков, в том числе проживающих вне пределов исторической родины. Хотя речь жителей аулов Аща, Тиси и Эчеда практически не отличается от речи жителей Тенди, они себя идентифицируют по селам, называя себя ащинцами, тисинцами и эчединцами. Жители же села Кнада и Ангида, чья речь значительно отличается от тендинского языка, и вовсе не считают себя тендинцами или носителями тендинского языка, а все они, находясь в инонациональной среде, отождествляют себя с аварцами. Та же самая ситуация сложилась с жителями крупных сел Муни и Кванхидатля, которые считаются носителями нижнеандийского говора андийского диалекта. Как пишет один из носителей андийской речи, расхождение между верхнеандийским и нижнеандийским диалектами столь значительно, что их носители почти не понимают друг друга. К тому же надо учитывать, что просмотр местных данных по этим аулам этногонического содержания показывает, что вопрос о происхождении описываемого народа весьма сложен. Становится очевидным, что современных андийцев нельзя рассматривать как однородную этническую группу. В ее составе усматривается ряд перемешавшихся в разное время и спаявшихся в одно целое элементов, главным образом андийских и собственно и других соседних аварских племенных групп.